В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте Крым Реалии, где вы без труда обнаружите сигнал прямой трансляции. Также мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь, там же можете комментировать наш эфир. Самые интересные комментарии мы обязательно зачитаем. Непосредственно принять участие в эфире также может каждый наш радиослушатель или зритель. Для этого можно бесплатно позвонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Тема дня. Тема дня у нас следующая. ФСБ России заявила о раскрытии в Крыму очередной так называемой группы экстремистов, которая, по версии, опять же, ФСБ, забросала коктейлями Молотова дом российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева. В организации группы российские спецслужбы обвиняют членов Меджлиса крымско-татарского народа, который, я напомню, уже давно находится под запретом в Крыму. Поговорим о том, что известно об этом деле, что известно о задержании харьковчанина Александра Стешенко, который свидетельствует на видео, опубликованном ФСБ. Начнем обсуждение с того, что рассмотрим версию, опубликованную в ФСБ. Давайте послушаем сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. Новоиспеченные экстремисты. ФСБ России сообщила о раскрытии преступной группы в аннексированном Крыму. По данным спецслужбы, Эрол Велиев, Александр Третьяков и Александр Стешенко якобы причастны к поджогу жилища российского муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева. Его дом закидали бутылками с зажигательной смесью в январе этого года. В комментарии телеканалу НТВ он рассказывал, на момент поджога в помещении находилось 5, сам муфтий и члены его семьи. Одну бутылку кинули, на улице стояли наши 2 машины. Прямо на эти машины кинули, она разгорелась. А вторая бутылка нам в спальне окно кинули. Это всему человечеству, наверное, будет шок. В шоковом состоянии, если люди такие сегодня заказывают такие диверсии, чтобы убивали, сжигали людей. По факту поджога жилища Аблаева крымских глав МВД России возбудил уголовное дело. По версии ФСБ России, покушение на Аблаева – это только начало провокаций, которые якобы готовила так называемая экстремистская группа. Ее организаторами российская спецслужба называет помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева и главу Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. А в состав группы якобы входили 2 спортсменов-боксеров из Харькова – Александр Стешенко и Александр Третьяков. В свою очередь, депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек заявил журналистам телеканала НТВ, что члены Меджлиса крымско-татарского народа еще до российской аннексии занимались провокациями в Крыму. Еще в период Украины группа Джемилева практиковала искусственное моделирование конфликтов за счет поддержания протестных настроений в среде крымских татар. Позже российские силовики опубликовали видео допроса Стешенко, где подозреваемый рассказывает детали так называемой диверсии. Назвал он и виновных в поджоге дома российского муфтия Крыма, однако отметил, что не принимал непосредственного участия в процессе. Нам была поставлена задача сделать поджог дома муфтия Крыма. Кто вам поставил такую задачу? Эту задачу нам поставил Велиев Эрол. Вам одному? Нет, мне и Третьякову Александру. Вот. Но для этого надо сходить, купить в магазин, купить 2 бутылки с вином, чтобы сделать, в них замешать коктейль Молотова. Я отказался, так как я понял, что могут пострадать вообще, вообще невинные люди.
Российские пограничники задержали Александра Стешенко при въезде в Крым в апреле этого года. Об этом сообщила организация «Крымсоц». В качестве основания для задержания пограничники указали несоответствие фотографий в паспорте. Позже, по решению Российского железнодорожного суда Симферополя, его поместили в изолятор временного содержания. С конца апреля в СМИ не было никакой информации о задержанном. О его судьбе стало известно только сейчас, когда ФСБ заявила о раскрытии так называемой экстремистской группы. Где сейчас находится Стешенко, ФСБ не сообщает. Крым в центре внимания. Итак, приблизительно так выглядит версия ФСБ. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Далее, в продолжение эфира, давайте послушаем точку зрения главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он выступил с заявлением, в котором расценил действия ФСБ как попытку российских спецслужб дискредитировать Меджлис крымско-татарского народа перед международным сообществом. Давайте послушаем. Намагання ФСБ поєднати нібито ставшийся напад на дом муфтія з Меджлісом кримсько-татарського народу є черговою спробою скомпрометувати, споплюжити авторитет Меджлісу кримсько-татарського народу. В цій ситуації, коли одночасно за сьогодні з боку ФСБ продемонстровані такі, здавалося б, різного напрямку події, в тому числі ті, які повністю з ними спровоковані, я маю на увазі так званий напад на дом муфтія. Це свідчить про те, що російські окупанти нарощують свої зусилля щодо міжнародної компрометації Меджлісу. Така їхня спроба витікає з того, що останніми тижнями Росія відчуває себе дуже дискомфортно в своїх взаємостосунках з Міжнародним судом ООН, яка ще рік тому, вже більше року тому, в квітні 2017 року прийняла проміжне рішення, в тому числі таке, що зобов'язує Росію негайно відмінити заборону на діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Те, що було нібито в січні, ніхто не знає. Ми довідалися про те, що такого бути не може в Криму, щоб на дом муфтія, хай і призначеного окупантами, був здійснений напад, і про це ніхто не знав. Але дійсно про це ніхто не знає. Але сьогодні нам показали відео, що це нібито сталося. Тобто якийсь день це була поставлена така інсценіровка, такий зробили спектакль, і під нею вже вибудовували якусь схему, яка мала показати Меджліс або кримських татар такими собі кровожадними терористами. А тут якраз і не рішення, а вимоги Міжнародного суду. І нам здається, що з Стешенка вибили те, що їм, ФСБшникам, зараз більш всього було потрібно. Чому тут зв'язали Велієва? Знаємо, що колись вони вчилися в одному інституті, де стикалися, не будучи знайомими, а близькими, але здоровалися в одній секції. Думається, що Велієв помічник народного депутата, і він в'їжджав, як ви вже знаєте, іноді до Криму, останній раз був у вересні. Можливо, так воно дуже логічно, нібито з точки зору ФСБ виявляється, тут Мустафа Джемілєв, а тут взагалі голова Меджлісу. Тут можуть бути тисячі версій. Продолжаем эфир. Напомню, это было мнение главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова о том, зачем ФСБ понадобилась новая история о так называемых экстремистах в Крыму и почему ФСБ называют причастными к этой истории Меджлис крымско-татарского народа. Далее давайте пройдемся детально по уголовным делам, которые были открыты в Крыму. Итак, крымский главк МВД подконтрольной России открыл по факту поджога жилища крымского муфтия Эмира
Мирали Аблаева уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Еще 2 дела возбудила ФСБ. Одно против Велиева, которому инкриминирует создание экстремистской группы, второе против Стешенко и Третьякова. Их действия предварительно квалифицированы как участие в экстремистской группе. Велиеву и Третьякову обвинения были выдвинуты заочно. Они оба объявлены в России в федеральный розыск. Информация о задержании Стешенко появилась намного ранее. Об этом заявляла организация «Крымсос» в апреле, но тогда было непонятно, какие претензии к нему предъявляют российские силовики. Говорилось о том, что он был задержан после того, как ФСБ, якобы сотрудники погрануправления ФСБ, якобы обнаружили несоответствие фотографии в паспорте. Второй фигурант дела, Александр Третьяков, объявлен в розыск. Его, вероятно, нет в Крыму. Эрол Велиев, которого ФСБ называет организатором этой группы, действительно работает помощником народного депутата Мустафы Джемилева. До эфира мы связались с ним и спросили, почему, как он считает, он оказался под подозрениями ФСБ. Давайте послушаем комментарий Эрола Велиева. Такая версия ФСБ, я к этой версии не имею никакого отношения. Мало того, по этой версии, с просмотренных видеоматериалов, которые у них же на сайте информация и видео, там идет речь о том, что происходило в январе 2018 года. Но я на территории Крыма последний раз был в сентябре 2017. 12 сентября я выехал, на территорию Крыма не въезжал. Очень коротко с Фатом Абдурахмановичем, когда виделся, он мне задал вопрос, как вас могли увязать, что общего? Это только то, что я учился в городе Харькове. Ну и получается, в общей сложности я около 9 лет в Харькове прожил. И я просто сказал, он отвечал на его вопрос, что общего. Я говорю, так я человека не знаю, но вот общее, как оно, как там та сторона это все увязывала и привязывала, вот говорю, общее. Этот парень харьковчанин, я в Харькове учился. Пишут, что он боксер, но я в студенческие годы, все студенты, которые выбирают себе какие-то секции в ВУЗе, кто на плавание, кто на легкую атлетику, я ходил на кикбоксинг. И мне обратили внимание на тот факт, что он 91-го года рождения. То есть я поступил в 99-м, мне 17 лет, ему 8. Я закончил вуз, мне 22 года, ему 12-13. Ну и так дальше. То есть не знаком, нет. Я нахожу тоже только тот повод, что я являюсь помощником Мустафы Джемилева. Плюс получалось так, что я въезжал на территорию Крыма. Ну, по всей видимости, это мои допущения, предпосылки. Наверное, как-то промониторили, что въезжаю периодически, выезжаю. Ну, и как-то, но сам факт, вы понимаете, я не знаю, как они там это дело фабриковали. Продолжаем эфир. Я напомню номера телефонов. 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Вот в Facebook аудитория проводит традиционную перекличку Ялта, Балаклея, Харьков. Да, мы тоже вас всех рады видеть и читать ваши комментарии. Также мы рады вашим звонкам. К нашему разговору присоединяется Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искендер, здравствуйте. Давайте перед тем, как начать беседу, у нас есть звонок от слушателя, примем его. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. У меня мнение будет очень выражающее общее настроение, что американские оккупанты будут использовать Украину. Вы общее настроение, вам кто поручил делегировать право выражать общее настроение? Мое окружение и люди, живущие в Крыму. Ваше окружение. Ясно. Передавайте привет своему окружению. Мы продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искендер, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, почему, откуда взялась эта версия ФСБ, с какой целью сейчас раскручивается эта история с экстремистской группой, якобы, которая действовала по заданию Меджлиса. На мой взгляд, это чистой воды инсинуации, информационные, правовые, которые направлены на то, чтобы, в первую очередь, конечно, дискредитировать Меджлис крымско-татарского народа, дискредитировать лидера крымских татар Мустафу Джемилева и председателя Меджлиса. Тем более, это все происходит
ну, скажем так, в преддверии очередного заседания и в момент вот той реакции, которая произошла в связи с тем, что с 19 апреля 2018 года исполнился ровно год, как было вынесено промежуточное решение Международного суда ООН. И в этом промежуточном решении четко идет посыл о том, что Российская Федерация должна отменить решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа. И, соответственно, ее службы или ее структуры и Верховный суд, и, соответственно, Министерство юстиции Российской Федерации должны были отреагировать на это. Но никак не отреагировали в течение года. То есть, по крайней мере, и мы писали, в том числе, напоминали Министерство иностранных дел и Российской Федерации, и Министерство юстиции о том, что в первую очередь решения Международного суда, промежуточное решение, они должны были перевести с французского или английского языка на русский язык и разместить у себя на сайте. Далее они должны были, соответственно, провести процедуру отмены того решения, которое они приняли год назад, в 2016 году. И мы видим, что Российская Федерация никак не отреагировала на промежуточное решение Международного суда. И это на самом деле очень грубое нарушение международного права, потому что Россия является субъектом всех международных организаций, в том числе и Международного суда ООН. Ну и в ответ на это, 19 апреля мы собирались, обсуждали, и Министерство иностранных дел подало в Международный суд письмо с просьбой разъяснить, что дальше, что планируется предпринять дальше, в связи с тем, что Российская Федерация не исполняет решение, промежуточное решение Международного суда. И причем это в истории впервые такое происходит, потому что решение Международного суда, оно обязательно к исполнению. Ну и мы видим следующие процессы, когда появляется ответ на данное обращение. И, соответственно, такое вот, даже вот я бы сказал, такое хамское отношение Российской Федерации. И, с другой стороны, Российская Федерация, я думаю, к дальнейшим заседаниям Международного суда пытается показать или собрать максимум каких-либо лже-показаний или лже-свидетельств или лже-материалов о том, что Меджлис крымско-татарского народа действительно является экстремистской организацией, а может и террористической, а и лидеры Меджлиса и лидер крымско-татарского народа являются, соответственно, преступниками. И поэтому вдруг возникает ситуация, что некий Ирол, хотя, в принципе, человек, который на самом деле является помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева, якобы создав группу, пытается оказать, я бы сказал, совершает акт, агрессивный акт, террористический акт в отношении муфтия Эмирали Аблаева, вернее, в отношении его дома. Что самое интересное, на самом деле, когда вот прослеживались эти процессы, Ирол последний раз посещал Крым еще в сентябре 2017 года. Они в своем репортаже пытаются показать, что это произошло в январе 2018 года. Кроме того, тот процесс, когда Сташенко был задержан на приграничной территории. Кроме того, через некоторое время его должны были отпустить, и за ним приехали адвокаты, но его не отпустили. И, соответственно, вдруг он проявляется через некоторое время, но уже в качестве свидетеля о тех вот событиях, которые произошли якобы в январе месяце. Да, давайте об этих... интересный случай. Да, давайте закончите мысль. У нас просто еще есть звонок от слушателя. Да, говорите. В том плане, что якобы произошло это в январе, но никто об этом не знал, что пытались совершить поджог дома Эмирали Аблаева. Но Эмирали Аблаев, он проживает в месте компактного проживания крымских татар. Я не думаю, что по сегодняшний день мы бы не знали бы о том, что произошло реально
возле дома Эмирали Аблаева. И почему Эмирали Аблаев по сегодняшний день не заявлял ни о чем? Ну и кроме того, все равно это бы увидели бы люди, об этом бы сообщили бы люди, и в любом случае на подобное проявление в любом случае выбежали бы люди и, соответственно, отреагировали бы. Но я здесь еще здесь напомню, что если мы говорим о случаях с коктейлями Молотова, здесь необходимо вспомнить также, что коктейли Молотова летели и к участникам поляны протеста Стрелковая, и после этого никаких экстремистов в Крыму не ловили. Это вот о разнице этих случаев. Давайте примем звонок от нашего слушателя и продолжим эфир. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Доброе утро. Я вам скажу, вот эти представители царя российского, тут что они творят. Какое-нибудь да надо паскудство сделать для того, чтобы ему было приятно. Вот Крыму экстремистов задержали, все. Все, вы знаете, я вам скажу, я в Крыму уже проживаю больше 45 лет, 45 років. Ну, за стінках НКВД, хто попаде туди, вони що хоч напишуть. Що вони продиктують, то вони напишуть. Ну, я вам скажу, нічого не було, то, що вони написали. Це отчетність йде для Кремля. Показати царю, що от що вони працюють, щоб отрабатувати свої гроші. Все, я вам скажу, везде така репресія, йдуть така обстановка паскудна, що люди ходять як зомбі. Нема того, що при Україні жили, пили, їли, все було порядок. А зараз така обстановка, ну нікудишня все. Я вам скажу, то, що є реально на даний момент. Спасибо за ваш звонок. 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму нас слышите, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы продолжаем беседу с Искендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. И вот я позволю себе трансформировать реплику нашего слушателя в вопрос. Получается ведь, что при необходимости политической ФСБ может сшить дело, и там через какое-то время вот может, например, появиться Стешенко, которого задержали на административной границе за проблему там с фотографией в паспорте, но уже в качестве члена экстремистской группировки, которая якобы покушалась на жизнь крымского муфтия. Правильно я понимаю? Так, да. Да, я так и считаю. Ну, и я вижу прямую связь все-таки вот с теми процессами с Международным судом ООН. И здесь как раз-таки Российская Федерация пытается сделать все, чтобы подтвердить или найти какой-либо материал, компрометирующий Меджлис крымско-татарского народа, для того, чтобы обосновать, почему они не исполняют решение промежуточное решение Международного суда, так как это как раз-таки их неисполнение дает прямой посыл к усилению санкций, потому что даже те страны, которые на сегодняшний день в какой-то степени воздерживаются или пытаются дистанцироваться от международных санкций, либо от политических решений, которые принимают Организация Объединенных Наций в виде резолюций, здесь правовое решение. И вот здесь как раз-таки Российская Федерация будет и дальше пытаться предпринимать какие-либо действия для того, чтобы выйти на очередное заседание Международного суда с компрометирующими материалами. Возникает вопрос, а кто поверит в эту историю? Ну, с населением Крымского полуострова понятно, у России там широко развернута машина пропаганды, а на Западе кто-то поверит в очередную историю о так называемых крымских диверсантах, крымских экстремистах? Минута у нас осталась. Много зависит как от нас, так и от Российской Федерации, потому что они со своей стороны будут собирать максимальный материал. И я не исключаю, что они могут привести в Гаагу Эмирали Аблаева, который попытается подтвердить и дать свои показания. И в лице именно представителя крымско-татарского народа. С другой стороны, много зависит от нас, насколько мы сможем четко, оперативно отреагировать на все эти процессы и найти все детали и для того, чтобы обосновать, что это инсинуации, направленные как раз-таки на этот международный суд и на дискредитацию Меджлиса.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Эскендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Напомню, что в нашем эфире может принять участие каждый наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Для тех, кто нас сейчас слышит на средних волнах, я напомню, что мы продолжаем свое вещание. Мы продолжаем вещание на частоте 105,9 FM. Там мы вещаем круглосуточно. Также мы продолжаем вещание на сайте Крым Реалии, в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к этим трансляциям, комментируйте эфир, звоните нам в прямой эфир. Мы рады вас слышать и видеть. Продолжим через несколько минут.